стамбульском районе Фатих было организовано вооруженное нападение на уйгурского бизнесмена Самета Эркина. Согласно имеющимся данным, Самет занимался таможенным оформлением. Начато масштабное расследование убийства бизнесмена, который переводил огромные суммы денег из Китая за границу. Полиция акцентирует внимание на том, что нападение было совершено по поручению Китая. Демонстранты в особом административном районе Китая продолжили акции, устраивая погромы торговых центров и станций метро. После того, как силы безопасности ограничили доступ к метрополитену, демонстранты разбили окна станции Шатин, расположенной на северо-востоке Гонконга. Некоторые политики были вызваны в полицейское управление для дачи показаний. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и несли плакаты с надписью «Гонконг – это полицейское государство». В результате теракта в пакистанской провинции Пенджаб погибло 2 полицейских, 2 сотрудника разведки и 1 корреспондент. Официальный представитель Министерства внутренних дел Пакистана Калим Кураши заявил, что автомобиль, принадлежавший сотрудникам службы безопасности, попал в засаду в районе Раджанфур. Ответственность за теракт никто еще не взял. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что участие его страны в международной выставке Экспо-2020, которая состоится в Объединенных Арабских Эмиратах, с которыми до сегодняшнего дня не было никаких дипломатических отношений, отражает прогресс, достигнутый в процессе нормализации между Тель-Авивом и арабскими странами. Нетаньяху сообщил, что Израиль имеет хорошие отношения по меньшей мере с 6 арабскими государствами и напомнил, что сегодня будет принято решение относительно того, поедут ли израильские представители в Дубай для участия в Экспо-2020. Один из источников Министерства иностранных дел России раскритиковал США за отказ в выдаче виз для футболистов столичного клуба «Спартак» и заявил, что Вашингтон начал визовую войну против россиян. По словам представителя министерства, США наносит ущерб всем российским гражданам, включая деятелей искусства, культуры и спорта, которым отказывают в выдаче виз, либо выдают их после завершения мероприятий. Московский «Спартак» должен был принять участие в турнире, который пройдет в январе 2020 года в США. Но позднее было объявлено, что российский клуб не поедет в США из-за проблем с визой.